публичных лекций города и миру. Я приветствую вас от имени Ведущего университета. Вот уже третий сезон мы организуем такие публичные лекции, пробуя в тех посланиях, промовах, которые адресуют лекторы, известные люди городу и миру, пробуя увидеть те акценты, какие-то ракурсы, благодаря которым мы можем увидеть сегодняшнюю Беларусь. Немного больше надо понять как про страну, так и про самих себя. Наверное, это чем-то похоже на такую хорошую фотографию, когда художник ловит всего лишь только один момент, но в этом моменте целая глубина текста, личной истории автора, личной истории того, кто смотрит и интерпретирует фотографию. И, наверное, сегодняшнюю лекцию я тоже позволю себе сравнить с такой хорошей фотографией. Может быть, потому что это очень личный и очень, казалось бы, частный, с одной стороны, рассказ, а с другой стороны, в нем отражение того времени, в котором жила вся страна, и мы с вами в том числе. Сегодня мы говорим о чувстве Родины, о том, как, когда, с помощью чего оно рождается, возникает, в чем проявляется. И, наверное, так откровенно, так проникновенно, вот об этом мог бы говорить только человек, который настолько сопричастен своему времени, настолько соживет с этим временем. Вот искала подобное слово, но, наверное, сегодня достаточно сложно будет находить слова. Вот. И тут нам показалось, что таким человеком сегодняшний лектор — это прекрасный фотограф, литератор и редактор альманаха «Монолог» Алексей Андреев. Алексей Андреев делится сегодня с нами своими личными переживаниями, прозрениями и заблуждениями, вот, пытаясь вместе с нами дискутировать на те вопросы, которые когда-то вдохновили на создание журнала «Монолог». А что вдохновит сегодня нас, посмотрим. Алексей, у вас час с небольшим времени лекции, может быть, а потом мы присоединимся к обсуждению. Добрый вечер. Я надеюсь, что меня будет слышно без микрофона. И, извинившись, я бы хотел... Поближе подойдите, а то как-то Или стол этот пододвинуть. Давайте тогда стол как-нибудь туда двинемся. А если кто-то сядет ближе с задних рядов, будет, наверное, совсем хорошо. Все, спасибо. Потому что я боюсь, что я буду быстро голос терять, если буду сильно интонировать. Я, с вашего позволения, присяду. Может быть, не случайно. Мы уже с Юлей об этом говорили. Ничего случайного не бывает. Сегодня у нас 8 ноября, вчера мы праздновали, если так можно сказать, один из государственных праздников, который какое-то косвенное отношение все-таки к моим сегодняшним размышлениям, наверное, имеет отношение. Я бы хотел вам сразу сказать, что все, о чем я буду сегодня говорить, оно все-таки не имеет отношения к лекции, поскольку во мне нет никаких специальных обобщенных знаний по поводу темы заявленной лекции, которым я бы мог с вами поделиться. Скорее, это опыт личных, как Юлия обозначила, переживаний, связанных с собственной жизнью, собственным творчеством. И совершенно очевидно, поскольку ни то, ни другое не существует в пространстве, вне пространства и времени, оно непосредственное отношение имеет к нашей Родине или, как я уже писал в анонсе к лекции, к тем многим родинам, которыми богато, ну, как минимум, мое поколение, очевидно, поколение старше меня, и поколение, которое там лет, наверное, на 10 младше, чем я. В анонсе лекции я говорил, что нам, моему поколению, довелось, не вставая с кресла, сменить 3 родины. Уже по дороге сюда я, подумавши, насчитал для себя 5 родин. О 2 последних мы поговорим чуть позже. Первые 3, они, в общем, очевидны и имеют непосредственное отношение
к истории, в которой мы с вами живем. Понятно, что первой родиной был тот самый Советский Союз. Наверное, если меня долго мучить всякими вопросами, я наверняка вспомню, что в детстве я был правильным пионером, хотя это было достаточно давно. И искренне верил, что мне повезло родиться в самой счастливой стране. Понятно, что эта страна была очень большой, от Москвы до окраин. И для того, чтобы вместить в свое сознание вот эту вот очень большую и очень разнообразную страну, мне, как и большинству белорусов, естественно, приходилось жертвовать какими-то частностями и подробностями. Понятно, что среди этих частностей и подробностей было то, что мы сегодня называем национальной идентичностью. Понятно, что в этом нам активно помогала советская пропаганда, акцентируя наше общее внимание на том общем, что нас всех объединяло, да, и оставляя где-то в стороне те, как казалось и мне в том числе тогда, мелкие подробности и частности, которые, опять-таки подчеркиваю, как мне казались тогда, совсем не важны, когда речь идет о большом, общем. Понятно, что помимо очевидных каких-то государственных там всех атрибутов, да, государства, границ, его там организационного и репрессивного аппарата, объединяла нас в первую очередь та идеология, которая, как мне кажется, на сегодняшний день на самом деле такой достаточно специфический суррогат веры. Вера в то, что будущее наше может быть безупречно светлым. Вера в то, что сообща коллективными усилиями мы создадим некого идеального человека. И, в общем-то, этой верой мы жили достаточно долгое количество времени. Жили в общем культурном пространстве, где доминировал один язык, один уклад жизни и та самая вера, наверное, которая в своей сути сводится к одной очень простой, по сути своей антихристианской тезе возможности построения рая на земле, то есть создания того самого совершенного общества. Вера не требовала никаких доказательств. Да? Доказательств было вокруг, скажем, доказательств несостоятельности этой идеи вокруг было достаточно много. Я хорошо помню, в конце 70-х, начало 80-х годов у нас дома была такая великолепная желтая спидола, и мой отец, будучи вполне себе советским человеком, тем не менее, едва не каждый вечер ее включал, мы слушали «Голос Америки», который нам сообщал какие-то реалии нашей повседневной жизни, о которых мы не могли узнать из советских средств массовой информации. Мы все это слушали, но, понимаете, как бы оно так мимо ушей проходило. То есть это не имело отношения к вере, потому что вера действительно не требует никаких доказательств. Вера требует жертвоприношений. Я помню в старших классах учительницу истории, даже помню, ее звали Татьяна Федоровна, серьезная женщина, всегда одевавшаяся в серый строгий костюм, которая с какой-то периодичностью нам говорила о том, что да, американские джинсы, они совершенно замечательные, но вы же понимаете, что нам сегодня важнее как бы иметь ракеты и трактора, поэтому можно как бы обойтись и без жизни. Мы понимали, принося таким образом какие-то свои маленькие жертвы на алтарь общей идеи. Понятно, что исчезновение этой веры вместе с исчезновением как бы Советского Союза для многих людей было мучительно. Я хорошо помню перестроечные времена, среди обилия той информации, которая на нас обрушилась, и в том числе художественная информация. По-моему, это был роман Бека «Новое назначение», в нем четверостишие Леснянской. Да? Звучало она следующим образом: «На все иду, на все согласна, я все отмерю полной мерой, но только ты верни мне ясность и трижды отнятую веру». Мы действительно были, каждый по-своему, наверное, готов на все ради этой ясности и той веры, потому что человек не может жить без вертикали. То есть я думаю, что
зная, отдавая себе отчет, в том числе и в ужасах, в реальных ужасах той советской жизни, да, мы всегда могли найти им какое-то оправдание и искали ради сохранения в себе той самой общей вины. Повторяюсь, для многих утрата этой веры и исчезновение Советского Союза с географической карты было мучительным. Честно, вынужден сказать, что, в общем, для меня это таковым не было. И не только в силу моей сравнительной молодости. Да, в 91 году мне было 23 года. Достаточно взрослый уже, все-таки молодой человек. Вы знаете, вот, оглядываясь назад, я вынужден был, то есть есть такое свойство человеческого сознания, прошествие времени интерпретировать и события, и самого себя, да, в соответствии с самим собой нынешним. Чтобы вот не впадать в это заблуждение, я, готовясь к лекциям, перелопатил какое-то количество того, что я писал в разные времена, в те самые исторические отрезки, о которых буду говорить. И, в общем-то, из написанного очень давно, имеющего отношение к тем временам, я бы предложил вам такую короткую цитату. В 6 классе я продвигаюсь по общественной линии и делаю стремительную номенклатурную карьеру. Меня выбирают председателем совета отряда и почти сразу председателем совета дружины, главным пионером школы. Посреди урока вдруг открывается дверь, и симпатичная пионер-вожатая Лена просит учителя отпустить меня по очень важному общественному делу. Молодой физик согласно кивает. Я быстренько собираюсь и бочком проскальзываю к выходу. Физик смотрит вслед с сожалением. Вероятно, считает, что общественные дела лежат на мне непосильным бременем. А может, досадует, что не успел вызвать меня к доске. Свою важную должность я больше всего люблю за эту возможность безнаказанно сбежать занятий. Общественная работа – это святое. И самые строгие учителя вынуждены с этим считаться. Я иногда прошу пионер-вожатую забрать меня с урока, который, как сегодня физика, грозит неприятностями. Лена не отказывает из партийной солидарности. До звонка я сижу в пионерской комнате, выкрашенной в тревожный красный цвет, и отрабатываю ее любезность. Перевязываю пачки собранной вчера макулатуры. Ее успели распотрошить любители старых цветных журналов. Кроме этой вечно собираемой макулатуры, в реальной пионерской жизни я ничего не помню. Слышал, что где-то собирали металлолом. Все остальное было в книгах. В какой-то момент они оказались гораздо интереснее реальной жизни, я охотно их читал и перечитывал. Среди многих книг запомнились печатавшиеся в журнале «Пионер» повести Крапивина. Красивая история о мальчиках и девочках, которые то на конях скачут, то на шпагах дерутся, то на корабле плавают в свободное от учебы время. И все это здесь и сейчас, и все они пионеры учатся чуть не в соседней школе. И дружат крепко, и матом не ругаются, и не курят в школьных туалетах. Я так крепко впечатлился, что записался в секцию фехтования. Но там было все не как в книжке. В раздевалке меня тошнило от запаха пота, тренер при каждом удобном случае норовил перетянуть нас со товарищей рапирой, а самое главное, спортивная форма фехтовальщиков мало походила на мушкетерские костюмы, что оскорбляло мое эстетическое чувство. Из секции я ушел. Оскар Вальд утверждал, что до Гамлета Европа понятия не имела о меланхолии. А после Ренуара все женщины Парижа стали походить на его моделей. Великая сила искусства, моим рожденным словом, гиганты пили вино. Но ни у Альда, ни Гумилева мы в школе не проходили. Рожденный же Гайдаром Тимур мне не встречался. И тимуровское и броуновское движение остались вещами одного абстрактного порядка. В реальной же жизни, о которой детские писатели стыдливо умалчивали, я учился курить зеленее от дурноты, иногда ругался матом, и все чаще, выходя из школы, прятал пионерский галстук в карман. Мне кажется, что значимость, как минимум, того, что мы называем социально-общественной жизни, да, в жизни каждого конкретного человека, даже во времена Советского Союза, она очень сильно преувеличивается. Мне кажется, что старшее поколение, которое сегодня с некоторой ностальгией вспоминают о советских временах, все-таки вспоминают об этом с ностальгией в первую очередь потому, что в те времена и снег был белее, и сахар слаще по одной простой причине. Если сегодня мне 45 лет, и я себя как-то чувствую, то совершенно понятно, что в 16 лет, просыпаясь по утрам, я был абсолютно здоров. И вспоминая себя 16-летнего, я невольно идеализирую то, что окружало меня.
Расставание с Советским Союзом не было мучительным, как я уже говорил, в первую очередь потому, что начиная с достаточно раннего детства я всегда жил как-то очень так косвенно, опосредованно соприкасаясь с реальностью, какой бы она ни была. Забегая вперед, скажу, что она была лучше, хуже, но общий фон он всегда оставался фоном для моей личной жизни, в которой, как бы, ну, простите за штамм, всегда было место творчеству. Да. То есть читал я книги, там, пробовал я царапать в детстве собственные сказки, писал я позже что-то более основательное, но на самом деле я вынужден честно оговориться, что во все времена меня мало что интересовало больше меня самого любимого. А окружающая меня реальность и та самая Родина только в той степени, в которой она помогала или мешала мне расти, взрослеть, радоваться, грустить и так дальше. Наступил 91 год. Советский Союз исчез. Я не помню, кому принадлежит мысль, суть которой сводится примерно к следующему. Да? В Советском Союзе дела расходились со словами, слова были хорошие, но слова были хорошие, и на этих словах выросло несколько поколений порядочных людей. Совершенно очевидно. То есть, если как бы абстрагироваться от той самой действительности, очень разной, иногда и очень страшной, декларируемые в Советском Союзе лозунги, там, я не знаю, связанные с базовыми человеческими ценностями, в общем и целом, как бы, наверное, звучали вполне себе прилично. И самое главное, повторяюсь, наличие вот этих вертикальных ценностей, отнесенных от простой такой жизни, которая, к сожалению, живет на постсоветском пространстве значительная часть людей, да, жизни, связанной с конечным потреблением и радостями этого потребления, все-таки вот те несколько поколений людей сделали, мне кажется, вполне себе порядочными гражданами, в том числе и всех наших последующих родин. Запись из 91 года. Раньше была СССР, а сейчас Беларусь. Нет, раньше была БССР, а теперь СНГ. СНГ это Москва. Да нет же, Москва это РСФСР, а СНГ Минск. Москва Россия, а Минск. Голоса детишек, затеявших политическую дискуссию, тонут в ровном гуле поезда, набравшего скорость. В вагоне тесной, размазанный попутчиками по стеклу дверей, я стараюсь не дышать, чтобы занимать меньше места. Чуть погодя, плотная толпа достанет меня из вагона метро и понесет к эскалатору. Следующая станция – Площадь Независимости, услышу я вдогонку. Почему-то на слове «независимость» диктор всегда спотыкается, замечали? Ну, понятно, что спотыкался он по одной простой причине. Там это вот запись волшебная. Просто площадь Ленина стерли, сверху написали «независимость». Это заминка как бы визуально существовала какое-то время. Что? Рахманьков вернул название «Позор». Да, и это какое-то время мы с этим жили. Я, наверное, поспешил в 91 год, потому что каким-то неправильным образом пропустил ту самую родину, которая была Белорусской Советской Социалистической Республикой. Как я уже говорил, для того, чтобы удержать в сознании вот тот самый образ одной большой, там, я не знаю, от Москвы до самых до окраин Родины, нужно было пожертвовать какими-то околичностями, малостями. И в соответствии как бы с этой концепцией, которая поддерживалась достаточно активно, некоторые вещи, связанные с той самой национальной идентичностью, долгое время, уже в достаточно зрелом возрасте, но и воспринимались как некие околичности, да, в том числе и национальность, записанная тогда в паспорте Беларуси. И уже, как бы, я думаю, даже не надо говорить, что все атрибуты белорусской советской государственности, да, будь то гимн, герб или флаг, они никаких сущностных эмоций во мне не вызывали. Я думаю, что знаками, символами той самой малой Родины, Родины в Родине, были очень простые вещи, и, естественно, единственно, как бы там внятно существовавшие на материальной плоскости, да, которые можно было привести, скажем, родственникам, уехавшим на постоянное место жительства в Москву. Да. Там можно вспоминать там, это, настойки Зубровка и Беловежская пуща, конфету Коммунарка, да, и так дальше.
той самой советской историографии, которая создавала совершенно особую, как оказалось по прошествии времени, историю, активно поддерживался образ младшего брата, белоруса, да, самого там любимого, самого близкого и еще чуть-чуть уже неотличимого. Понятно, что как бы с этим образом было связано совершенно определенное количество комплексов подростковых, в том числе у достаточно близких людей, у достаточно взрослых людей. Я хорошо помню, как мне хотелось поскорее, в кавычках, вырасти, да, естественно, непременно, уехать учиться в Москву и каким-то образом, вот, в общем, стать не младшим, а равным и старшим. И понятно, что школьные уроки той самой советской истории рассказывали нам, что всегда, чуть не со времен Ноева Ковчега, Россия освобождала Беларусь от всевозможных захватчиков и поработителей, и только благодаря помощи старшего брата мы еще живы. При этом между строк всегда прочитывалось, хотя вслух об этом не говорилось, обсуждалось только как бы там, возможно, на кухне где-то эти разговоры, я тоже помню. Об этом часто говорили мои московские друзья, вы точно такие же, как и мы, только младше. Объединяло нас в те времена, младших и старших, тот самый великий русский язык, ставший для меня, как и для большинства моих сверстников и старшего поколения родным. Соответственно, литература русская и все остальные переведенные на русский язык. Объединяло нас недавнее общее прошлое и настоящее. И то, и другое, понятно, были этапами большого пути по строительству того самого светлого будущего. Во всех испытаниях мы в Беларуси были всегда рядом со старшим братом. И главным испытанием, понятно, была Великая Отечественная война. Она же главной общей победой. Краеугольным камнем советской идеологии. Вы простите меня, я просто хрипну, поэтому все время хватает для речей. Краеугольный камень советской идеологии мы победили, что, собственно, неоспоримо и в новом времени. Я уже оговаривался, что личная жизнь моей семьи, может быть, и не осмысленно в те времена, но она все равно играла какую-то решающую роль в моей жизни. И поэтому даже этот лозунг, он вызывал во мне уже тогда непонятное, то есть понятно, я объясню почему, определенное внутреннее напряжение. Кусочек из текста, который, наверное, многое объяснит. Деревня под Венцом стоит прямо на берегу Ислачи. От нашего дома к реке спускается узкая тропинка. Каждое утро по ней неторопливо вышагивает дед. В руках у него алюминиевые бидончики и удочки. Удочек много, больших и маленьких, бамбуковых и телескопических. Дед заядлый рыбак. Большую часть лета он проводит на речке в молчаливом созерцании поплавка. Дед вообще не разговорчив, я почти не помню его голоса. Он курит беломор, щурясь от едкого дыма, и охотно берет меня с собой на речку. Он может часами сидеть на берегу в ожидании клёва, а я перебирать на берегу вымытой водой ракушки. Мы не мешаем друг другу и потому живем в согласии. Когда поплавок начинает подрагивать от поклевки, дед сплевывает давно погасшую папиросу и осторожно берет в руки удочку. Через мгновение он резким точным движением рванет на себя удилище, и на берегу забьется серебряная рыба. Я подбегу к ней, схвачу двумя руками и осторожно опущу в бидон, набитый крапивой. Широко разевая рот, рыба будет смотреть на меня большим удивленным глазом. Я буду смотреть на нее, а дед снова закинет удочку, закурит и будет долго молчать о чем-то своем. Он никогда не говорил мне о том, как до войны работал поваром в правительственной столовой, во время учений под Минском кормил Буденного и Ворошилова. Не говорил, как на второй день войны ушел добровольцем на фронт и через месяц попал в окружение под Смоленском. Как контуженный оказался в плену и 4 года провел в немецких концлагерях, а потом еще 7 лет в сталинских. Деду было о чем молчать, часами глядя на поплавок. Он умер 37 лет назад, когда я только-только пошел в школу, и так случилось, что после его смерти я никогда не был на рыбалке. Вы понимаете, вот на всю оставшуюся жизнь, да, собственно, мне было 7 лет, когда дед умер.
Но я с этим ничего не могу поделать. Да и, честно говоря, не хочу. То есть при упоминании Великой Отечественной войны я вспоминаю трагедию своего деда. И хорошо помню, что, в общем, всю свою оставшуюся жизнь, понятно, что это я осмыслял позже, но вот складываясь в каких-то визуальных картинах, он силился понять, что же с ним все-таки произошло. Что это такое было, да. То есть побежденные победителями побежденными, всю жизнь прожившие в 1975 году он умер, 30-летие Победы, и я тогда жил у них дома. На празднике был у них, и пришли эти пионеры с каким-то военкомом. И первая единственная победа, награда, которую ему вручили, это медаль 30-летия победы над фашистской Германией. Собственно, до этого он, естественно, не считался никаким ни ветераном, ни еще кем-то. До 60-х годов врагом народа, а потом как бы просто вот непонятно кем. Дед молча принял там почитание пионеров эту вот награду, ушел на кухню. Пионеры, когда ушли пионеры, налил себе полстакана водки, молча выпил, закурил и, собственно, больше никогда ни с кем ни о чем не говорил. Я не знаю, что добавить, да, но вот для меня эта война такая. Я, честно говоря, не думаю, что она может быть другой. Я не думаю, что, вернее, я уверен, что до тех пор, пока в нашем сегодняшнем сознании она не станет Второй мировой войной, глобальной катастрофой как бы для всех народов, переживших эту войну, в первую очередь европейских, у нас не будет никаких шансов с уважением относясь к своему прошлому, все-таки как бы идти вперед, не оглядываясь, без конца назад, и не спотыкаясь, как бы эти камни, которые лежат у нас под ногами. Да, возвращаясь к концепции младшего брата. Понятно, что она предполагала и понимание белорусского языка языком младшим. Понятно, что в школе нам этого не говорили, но опять-таки я хорошо помню, как в бесконечных разговорах, частных разговорах на кухне, периодически кто-то непременно говорил, что это за язык, дескать, такой, и зачем он нам вообще нужен. Честно говоря, на тот момент ответа у меня не было на этот вопрос, но я хорошо помню, что «Новая земля» и Куба Колоса, который мы все-таки проходили в школе, отозвалась во мне минчанами в третьем поколении, соответственно, горожане в третьем поколении, да, странным глубинным чувством ко всему пересказанному Колосом и мной прочитано, именно по-белорусски. Казалось бы, что мальчику, живущему в городе, это дядька Антось, Михась, какие-то оладки, которые мама жарит у печи. Но какие-то генетические вещи, вероятно, неуничтожимые, даже вот как бы достаточно серьезной пропаганды, они срабатывали, да? Равно как и Богданович, прочитанный в той же школе, и цепанул меня тогда очень сильно, да, я не знаю, усілятут те коні, сребной зброї далеко гремять, стародавней литовской погони не разбить, не спинить, не стромать. Да. Какая погоня, почему литовская, совершенно понятно, что на тот момент мне было совершенно непонятно, неизвестно, но мурашки по коже бежали, и вспоминалась киплинговская «Мы с тобой одной крови». Почему-то не проходившаяся в школе, да, но популярная в те годы «Дикое полевание короля Стаха и черный замок» Ольшанский Короткевича мне захотелось прочитать на языке оригинала, и таковыми они со мной остались на всю жизнь. И не нужно было, в общем, иметь 7 пядей во лбу, чтобы, читая вот эти, а не только эти перечисленные литературные произведения, понять не только не только литературную состоятельность белорусского языка, но и его редкую исключительную красоту. А вот эти все как бы мелочи, да, на которые наше внимание старались, чтобы на них мы не обращали внимания, они оседали где-то внутри таким плотным, очень важным осадком,
постепенно накапливаясь во мне. И к моменту еще до 91 года каким-то переломным для понимания самого себя моментом для меня оказалась служба в советской армии. 87-89 год, еще Советский Союз в самом замечательном как бы разгаре, ну, уже не в разгаре, понятно, но еще вполне себе Советский Союз. Что, собственно, произошло? 15 союзных республик, и представители всех этих союзных республик, они со мной в одной казарме. И вдруг оказывается, что мы все очень разные. То есть вот эта вот мифологема, что есть нечто, что нас объединяет, она просто разлетелась в тартарары. У нас был в роте мальчик из Туркменистана, который каждый вечер в казарме кровати стоят вот так вот в бесконечный ряд, длиннее. Каждый вечер после отбоя он молча вытаскивал эту кровать из общего ряда, как-то очень правильно ее ориентировал в соответствии с Меккой, садился на эту кровать и начинал молиться. 87 год. А в дверном проеме стоял очень взрослый и очень серьезный замполит и молча на это смотрел. И в этом мальчике была такая силища, что как бы этот дядька ни разу ничего ему не сказал. Служили со мной в одной роте великолепные прибалты, которые немножко или очень охотно говорили на том самом общем и якобы родном нам всем языке. Служили грузины, с которыми, как ни парадоксально, именно с ними мы как-то так сбились в ту самую маленькую компанию, с которой выживали во всех этих реалиях советской армии. Они были очень понятными и очень важными именно вот в контексте того, что есть советская армия. Да? У них восприятие мира черно-белое, так очень контрастное. И в армии это очень важно. Если это друг, то это как бы друг уже как бы до конца. Если враг, то в общем как бы зарезан. Вот. Но поразительно было то, что единственное из всех этих очень разных представителей всех национальностей, как бы живших с нами в одной казарме, единственное, с кем я упорно не мог договориться, это были москвичи, с которыми мы говорили вдвоем на очень хорошем как бы русском языке. Это были достаточно образованные ребята, студенты. Я вдруг с ужасом понял, что в общем я никакой не русский. Позже, если хотите, мы можем поговорить, если успеем, как бы, в чем же для меня уже на сегодняшний день, как оказалось, вот эта вот непреодолимая разность. И почему я мальчик, к 18 годам перечитавший всего Чехова, Достоевского и еще многих всяких замечательных русских писателей, в общении с представителями, с коренными представителями той самой русской культуры, понял, что, ребята, я никакой не русский. Короче говоря, вот с этого момента начался некий процесс самоосознания себя, как все-таки человека совершенно определенной национальности, со всеми издержками советского воспитания, которое, как уже очевидно по тому, на каком языке я с вами говорю, сделало меня русскоязычным белорусом. И еще одна история, как бы из времен службы в армии, которая забила такой последний окончательный как бы гвоздь вот в эти идеалистические представления о том обществе, в котором я живу, была связана с митингом в Куропатах 1988 года. Те, кто постарше, наверное, помнит, те, кто помладше интересуется историей, тоже помнят. Это был первый как бы серьезный митинг в Минске, посвященный, инициированный Поздняком, да, на который собралось достаточно большое количество людей. И там же возникли первые как бы в Беларуси столкновения собственно, людей, вышедших на митинг с представителями власти, с милицией. А служил я, надо сказать, под Минском, в 12 километрах от Минска. И в этот самый волшебный день нас подняли по тревоге, ничего толком не объясняя, как бы всех построили, подогнали к плацу какое-то количество машин больших и серьезных и сказали, что
распустили в этой самой некой такой готовности к каким-то действиям. Ну и понятно, что по рядам пополз слух, что в Минске там какие-то националисты устраивают погромы, и если понадобится, то мы вот сейчас все сядем в машины и поедем, значит, как бы эти бесчинства каким-то образом прекращать. Нужно ли объяснять, что происходило в голове 19-летнего, в общем-то, еще вполне себе мальчика, да, который совершенно отчетливо понимал, потому что все-таки в армии у нас была возможность читать и смотреть не только программу «Время», а уже тогда и программу «Взгляд» и всякие прочие замечательные программы, что я совершенно отчетливо понимал, что там на этом митинге половина моих как бы одноклассников, друзей, соседей по как бы лестничной клетке и так дальше. И волей обстоятельств как бы я могу оказаться сейчас вот лицом к лицу к ним в этой самой военной форме, поставлены в какие-то совершенно дикие для меня условия, в необходимости, я не знаю, что там, хватать их или чего. Ну, то есть странная ситуация. То есть она, безусловно, разрешилась вполне себе нормальным образом. Никто нас никуда не повез. Хватило там, вероятно, специально обученных людей для подавления этих беспорядков. Но вот это вот конкретное переживание, когда ты вдруг понимаешь, что волею вот этой вот власти, строящей какое-то свое светлое будущее, ты можешь быть поставлен в ситуацию, в общем, традиционную для всех тоталитарных режимов, когда ты можешь оказаться в ситуации вот этого выбора, да, бить себе дубиной по голове своего одноклассника, да, или, предположим, я не знаю, там, в лучшем случае попасть на гауптвахту. Мне ее хватило для того, чтобы лишиться окончательных иллюзий по поводу возможности такими способами, методами построить это самое светлое будущее. Возвращаемся в 91 год, да, в который я уже так как-то чуть-чуть заскочил. Юля, сколько у нас времени? Да. Так вот, некоторая эта неразбериха, мной уже озвученная в цитате, да, про СССР, СНГ, Россию, Белоруссию, она, безусловно, присутствовала в головах людей какое-то время. Время совершенно удивительное. С 91 по 94 год. Я говорил ранее про то, что все-таки в какой-то момент я понял, что родин было не 3, а больше. Вот я бы для себя выделил еще одну родину, ту самую с 91 по 94 год. Время сложное, странное, но, оглядываясь назад, я понимаю, что оно было в каком-то смысле для нас очень позитивным. А для меня так в частности, потому что все самое главное в моей жизни, связанное в том числе и с началом активной, сначала журналистской, потом какой-то там литераторской деятельностью, да, издательской в том числе, оно начиналось именно тогда. Общаясь сегодня время от времени с поколением нынешних 20 с чем-то летних, я понимаю, что их возможности реализовать себя сегодня, но они на несколько порядков меньше, чем у нас. Потому что все самые 90-е годы, в начало 90-х, нужно было воткнуть палку в землю, она начинала плодоносить. Если мои там друзья, одноклассники, сверстники, я не знаю, хотели торговать лесом и зарабатывать какие-то безумные деньги, они торговали и зарабатывали. Если мы хотели с однокурсниками издавать газету, то мы как бы шли, регистрировали и издавали. И, в общем, понятно, что были вполне себе объективные проблемы, связанные с необходимостью финансирования этих проектов. Но, честно говоря, были какие-то там мелкие проблемы, периодически возникали во взаимоотношениях с государством, но, в общем, они были такие вполне себе решаемые. Поэтому ту родину, да, ту Республику Беларусь до 1994 года я помню и совершенно определенным образом выделяя ее каким-то отдельным периодом своей жизни. Вместе с тем совершенно очевидно, что вот эта вот свистопляска в определениях самого себя, в бесконечной смене там, и государственной символики, и в бесконечных спорах о том, кто мы, где и что,
она имела место быть, и, может быть, наиболее четко вот мироощущение того времени выражает вот такой вот кусочек из текста, который когда-то я печатал. Не помню где, неважно. Я устал от размышлений о том, где я живу. Уже не однажды ловил себя на мысли, говоря о родине, все время произношу «эта страна». Может быть, хочется дистанцироваться от многого, что здесь происходит. Может быть, у родины нету имени. Только на моей памяти ее звали БССР, Белоруссия, Беларусь. Некоторые называют Белой Русью. Не знаю. Сегодня мне важно, как я живу. Наверное, нам не очень повезло родиться здесь и сейчас. Но жить хочется. И, как ни странно, именно здесь. Я даже не уверен, что могу объяснить, почему. Есть слова, которые мне ничего не сообщают. Например, патриотизм. Это слово так часто произносят несимпатичные мне люди, что оно утратило для меня всякий смысл. Слова с непонятным или искаженным смыслом я стараюсь не употреблять в разговоре и письменной речи. Андрей, а я пришел в суд. Вы можете тихо сейчас? Я буду сейчас, извините, пожалуйста. Есть еще одна, называется перегрызернова. Сейчас я соберу смысл. Леша, подарок. Спасибо, Леша. От чистого сердца. Спасибо. Спасибо. Вы, видно, з сім'ї військовців, що у вас родимої нема. Интересная мысль. Нет, я из А ви семьи... білоруською мову розумієте, що я... Почекайте, лекция еще не закончилась. Там Мы с вами поговорим об этом обязательно чуть лекція, позже. що ми самі удзельники були. Добре. Мы обязательно поговорим. Подожди, буде час на питання і коментарі. Давайте Мы дослухаємо. поговорим. Я постараюсь сейчас как-то достаточно быстро про все про это поговорить. Ліпі не пам'ятається. Что, простите? Да, я продолжу с вашего позволения. К тому же времени относится вот как бы кусочек текста, который мне кажется достаточно любопытным, поскольку, как я уже говорил, легко себя интерпретировать как бы по прошествии времени, а это написано в начале 90-х. Пройдет время, и все нынешнее происходящее станет историей. Каждый новый день делает настоящее прошлым, стирает из человеческой памяти те мимолетные ощущения и впечатления, которые несущественны для истории, но в них суть настоящего, того самого, который отвечает за все. Отрезок пути, который мы называем жизнью, человек должен пройти осмысленно, иначе он непременно вернется туда, откуда шел. Знаешь, сказал мне недавно один очень усталый человек, если история действительно развивается по спирали, то виток дня сегодняшнего явно запнулся в кольцо, будто на нашу спираль кто-то сел задницей. Отрезок стал кругом. На сегодняшний день мы изменили в нашей жизни так много, что не изменили почти ничего. Если много раз поворачивать на 180 градусов, в конечном итоге окажешься лицом все к тому же светлому будущему. Я вспомнил вот как бы кусок этого текста только потому, что мне кажется, что это прошествие времени, почти 20 лет. К сожалению, в нашей сегодняшней реальности не очень много изменилось в окружающей нас реальности, а внутри, безусловно, все немножко по-другому. Я хорошо помню момент, когда, собственно, да, любопытно, вот буквально на днях вполне себе симпатичный мне режиссер Сергей Соловьев в одной из своих программ на канале «Культура» как так мимоходом произнес фразу, меня сильно порадовавшую. Совершенно очевидно, сказал он, что распад Советского Союза был трагедией для всех союзных республик, в том числе и для России. Я вдруг понял, что вот это вот как бы в том числе, оно тоже не оставляет возможности для дискуссии. Да? Как же так? В последнюю очередь для России. Так вот, как бы, я думаю, что на сегодняшний день трагедийность этого события, она может восприниматься только как бы русским сознанием, но все-таки никак не нами в том числе. Я хорошо помню момент, когда в тот самый день, в 91 году, мы ехали в машине из типографии, решая какие-то там очень напряженные вопросы, связанные с дефицитной тогда бумагой для печати. И водитель, крутя ручку этого приемника, там что-то какое-то шипение, что-то услышал, говорит, Советского Союза нет.
Да, ответили мы ему, и я как бы в тот же момент начал напряженно думать о той самой бумаге, которую нам нужно было искать для издания очередного номера тогда газеты. К чему все это? Мне кажется, что среди всего прочего, Родина для меня всегда начиналась в первую очередь с того, что ты делаешь. Сначала для себя, а потом, дай Бог, и на благо этой Родины. На тот момент мы издавали газету «Такая жизнь». Буквально через несколько лет начали издавать журнал «Монолог». В одном из текстов, опять-таки того времени, имеющего отношение к началу существования монологов, я написал следующее. Я делал не просто журнал. Я пытался объединить какое-то количество... нет, давайте отсюда. Желание жить, а не дожидаться лучшей жизни, которая все равно никогда не наступит, однажды подвигло меня на совершение поступка, смелость которого удивила прежде всего меня самого. Я решил сдавать журнал с подзаголовком «Свободное творчество» в хорошем полиграфическом исполнении на шведской бумаге с цветными иллюстрациями. Не то чтобы был молод и глуп, хотя и это, конечно. Кое-что в конъюнктуре издательского бизнеса я тогда уже понимал и очень быстро посчитал убытки. Сумма получилась четырехзначная, как водится в иностранной валюте. Мой стартовый капитал составлял $30. Еще у нас был старенький компьютер. И самое главное, друг, который пустился со мной в эту авантюру. Я очень хотел сделать этот журнал. Кто-то сказал, что культура – это встреча человека с человеком. Мне нравится это определение. Может быть потому, что именно благодаря встречам со странными людьми, которые живут, влияя на конъюнктуру, я сделал первую книжку журнала, потом вторую, третью. Я сделал этот журнал с этими людьми, про этих людей, для этих людей. Они писали стихи и картины, не думая о том, что их кто-то напечатает или купит. Ставили спектакли для 10 зрителей. Они не были сумасшедшими, они были свободными. Они остаются такими даже тогда, когда к ним приходит признание, слава и достаток. Свободные люди были всегда, при любой власти, при любой погоде. Пока они есть, общество имеет определенный запас прочности. Для меня совершенно очевидно, что с того самого 1997 года, когда вышел первый номер «Монолога», в каком-то смысле я живу в эмиграции. Создавая для себя свое маленькое государство, в котором те противоречия, которые я для себя не могу разрешить во внешнем мире, я решаю очень комфортным, что ли, грамотным для себя образом, подбирая себе и круг общения, и круг авторов этого журнала, в каком-то внутреннем согласии не только с их творчеством, но с их мироощущением и мироустановкой. Я делал не просто журнал, я пытался объединить какое-то количество свободных и талантливых людей в общем суверенном пространстве. Журнал стал островом, где постепенно налаживается своя жизнь. Нет, никто не собирает вещи и не меняет место жительства. Никто не толкается спинами на общей кухне. Многие из островитян даже не знакомы друг с другом, и у каждого из них есть своя автономная жизнь. Общность интересов и устремлений проявляется в момент встречи, иногда только на страницах журнала. Журнал – это территория, не обозначенная ни на одной карте. Жизнь на этой территории проявляется сущностно, в страданиях, исканиях и обретении человека, живущего в творчестве и творчестве. Эта жизнь богата и разнообразна. Она переживет любые временные и любое время и временные злоключения, которые смешны и неинтересны рядом с ней. Это аксиома, доказанная историей. В Англии XVI века это сначала Шекспир, и только потом Мария Стюарт. Творчество больше истории и политики. Стоит ли тратить время на ерунду, подумал я. Тут я пишу 6 лет назад, сейчас уже 17, 20 назад, и начал создавать свое островное государство. Знаете, месяц назад я привез из Львова, из архива Львовской национальной библиотеки имени Стефаника, 40 цифровых копий с акварели Йозефа Пешки, художника конца XVIII века, который в момент раздела Речи Посполитой объезжал вот эти самые территории, входившие тогда в состав Речи Посполитой, и на досуге делал зарисовки. Вот на 40 его работах, которые хранились во Львове, сохранилась та Беларусь, какой она была к моменту раздела Речи Посполитой. Удивительно то, что Сережа Харевский
это напишут для календаря, который мы сейчас будем издавать, что на самом деле Пешка был генералом польской армии, серьезным разведчиком, большим военным человеком, который объезжал эти территории с какой-то особенной военной миссией, да, а увлечение как бы живописью для него было не более чем увлечение. Рисовал он на досуге. Прошло 300 лет, сегодня никто, собственно, кроме узких специалистов, не помнит, что он был еще и серьезным военным политическим деятелем, но сделанные им на досуге акварели, наряду с графикой Наполеона Орда, это чуть не единственная работа, глядя на которую мы можем представить, как все-таки наши предки жили здесь до российские времена. Поэтому мне кажется, что жизнь в творчестве, она как бы имеет гораздо большее значение, чем всякие прочие жизни, которых в силу разных причин с какого-то момента, в первую очередь для того, чтобы сконцентрироваться на творчестве собственном и творчестве близких мне людей, я, наверное, начал избегать. Возвращаясь к тому, с чего для меня, или вернее уже подытоживая, с чего для меня начинается Родина, да, в том числе и учитывая вопрос, прозвучавший из первого ряда. В буддийской традиции есть такое понятие ринцела, когда сжигает тело умершего человека, если он вел праведную жизнь, в углях потом непременно находит некое такое плотное образование, да, внешне похоже на жемчужину, я видел их в Тибете. То есть это та неуничтожимая сущность, которая остается после человека тогда, когда, в общем, его уже как такового нету. Я думаю, что чувство Родины – это то, что живет в нас некими культурными знаками и кодами, да, помогая нам себя осознавать, в данном случае белорусами, и понимать не только свою отличность от других, да, но и собственную некую уникальность. Для меня, безусловно, она связана, как я уже говорил, несмотря на то, что я плохо говорю по-белорусски, хуже, чем по-русски, но с наличием внутри меня и вокруг меня того самого белорусского языка, его живого звучания во мне, его некой существующей во мне почти физиологической зависимости от него, потому что вот на этом самом телефоне, который со мной бывает во всех поездках далеко или недалеко, всегда есть какое-то количество белорусскоязычных песен, да. В первую очередь это песни, пропетые Иваном Перчаком, где-то, мне кажется, в начале 2000-х годов, да, еще во времена первого состава Троицы. Какое-то количество песен, пропетых Муляевым, какое-то количество книг, которые я перечислил, и тех текстов, с которыми, написанных на белорусском языком, с которыми я работаю на протяжении 10 лет как переводчик. Чувство Родины связано, безусловно, с каким-то количеством знаков и символов, которые живут и отзываются вам неким странным образом. Безусловно, они не имеют отношения к ныне существующей государственной символике. Я не знаю почему. Это вопрос, возможно, к Ленине Николаевне Мироновой, может быть, к Михаилу не подействовал, о гармоничном или негармоничном сочетании цветов. Но бело-червоный стяг, где бы он ни появлялся, он во мне отзывается некой созвучностью, в отличие от нашей ныне существующей символики. Чувство Родины, безусловно, связано с наличием в жизни того количества достаточно штучного, но очень дорогого единомышленника, того первого круга людей, да, которых ты никогда и никуда не увезешь с собой, куда бы ни уезжал, которые мыслят и думают, смотрят на проблемы как бы, творчества страны и жизни так, как ты, иногда не так, как ты, но готовы к диалогу, да, на эти как бы, очень разные темы. Чувство Родины связано с очень простыми физиологическими вещами.
или почти физиологическими, да, с потребностью в совершенно определенной пище. У меня было несколько достаточно жестоких экспериментов над организмом, когда я около месяца жил в Китае, совершенно странным, загадочным образом, недели через 2, наверное, пребывания. Там мне захотелось жареной картошки, но просто так же, как и курить. Хотя здесь я могу не есть ее месяцами. Можно туда добавить салат оливье, еще какие-то простые вещи. Оно связано с совершенно определенными, как бы, простыми географическими, не знаю, там, экологическими ландшафтами, да. Я помню, как в Голландии ранней весной, там, после какого-то количества поездок по Европе, мы ехали по трассе на машине, и это был февраль, там весна наступает чуть раньше, и вдруг совершенно как бы знакомая картинка. Это серое поле, этот туман, эти как бы обнаженные деревни, то есть картинка очень приближенная к тому, что существует у меня на хуторе. Да. Вдруг понимаешь, что ты дома. Вот с этими какими-то простыми базисными вещами связано то самое, что называется чувством Родины. Да? То есть то неуничтожимое, что, как в той самой советской песне, у нас никому не отнять. То есть вне зависимости от того, что происходит или не происходит вокруг, оно всегда со мной. Да? Это тот как бы минимум, который во мне есть, и вне зависимости от того, что происходит со мной, где я нахожусь, или что происходит с нашей многострадальной Родиной, которая, к сожалению, в сознании по целому ряду причин иногда еще отождествляется с государством, да? Это то, что у меня никому не отнять, это то, что всегда со мной есть. Если же говорить все-таки о Родине как о пространстве, в котором мы живем, то я думаю, что, как это там не банально прозвучит, то она начинается с того, что она есть сегодня. Когда-то хорошо сказал Пришвин, что и за прошлое, и за настоящее, и за прошлое, и за будущее отвечает настоящее. Я когда-то познакомился с совершенно великолепным человеком, с которым мы поддерживаем достаточно тесные дружеские отношения, с Вержини Шиманец, белорусской, французского происхождения, которая родилась во Франции. Первый раз приехала в Белоруссию в середине 90-х годов. Она родилась в семье тех самых Шиманцов, про которых, как бы, я думаю, если вы немножко знаете белорусскую историю, можно, собственно, не упоминать. Ее отец был председателем БНР в эмиграции, ее дед значит, возглавлял какие-то соответствующие, занимал какие-то соответствующие должности в БНР во времена, те самые грустные, связанные с Великой Отечественной войной. Она говорит по-белорусски и по-французски. То есть редкое такое сочетание. И как бы она рассказывала мне, как все детство ее дед рассказывал ей про волшебную страну с голубыми озерами, где живут удивительные люди, светловолосые, голубоглазые, которые говорят на волшебном языке, на котором дед говорил с ней с детства. Она говорит, я всю свою жизнь жила вот с образом, с этим идеальным образом моей далекой, незнакомой мне родине. Она приехала сюда в середине 90-х годов. Первый раз. Нужно ли говорить дальше, как бы, что она здесь увидела? У нее хватило мудрости, мне кажется, любви, да, к этой самой родине. Принять ее такой странной, какой она есть. Начать разговаривать по-белорусски, в том числе и с неговорящими белорусскими людьми. Сделать невероятное количество интереснейших белорусско-французских проектов с одной как бы маленькой издержкой. Со своим отцом
она начала общаться за несколько недель до смерти матери. Отец не простил ей любви к ее реальной родине, поскольку как бы все, что не отвечало его представлению о том, какой должна быть Беларусь, вот таким вот жестким образом не учитывалось. Итак, для меня она начинается, та самая реальная родина, с того, какой она есть сегодня. Очень разный, не очень симпатичный для любых любителей создавать идеальные конструкции. В этой сегодняшней родине есть, я не знаю, Николай Чергенец и «Глобус». Есть журнал «Монолог» и «Наша Нива». Есть Игорь Логвинов, великолепный, и «Белорусская думка». И все это есть. Я думаю, что пока в нашей, дай бог, будущей жизни не появится, наверное, все-таки гениальные или близкие к таковой политики или политтехнологи, которые не смогут осмыслить всю эту очень противоречивую данность в ее данность, а до тех пор, пока не будут себе мыслить так, как ее мыслит нынешняя власть, да, или так, как ее мыслит там радикальная оппозиция, мы без конца обречены на то, чтобы возвращаться в наше то самое светлое будущее или светлое прошлое, в котором была наша советская придуманная, а не реальная жизнь. Ну вот я не знаю, могу ли я что-нибудь добавить к сказанному, я очень надеюсь, что оно в каком-то смысле спровоцирует вас на какие-то вопросы, возможно, на диалог. Если есть какие-то вопросы, комментарии, я прошу в комментариях стараться быть все-таки не очень многословными, вот, и не цепляться за какие-то, может быть, мелочи, как мне казалось, как слышала, что какие-то вопросы языка, то есть если вы задаете... Нет, давайте мы поговорим в том числе о вопросах Да, языка, мне кажется, да, очень но интересно. только тогда в каком разрезе, да, и как здесь ставить проблему. Вопросы есть? Пожалуй, я умолкну, и давайте я вначале обращусь к залу, может быть, у вас есть какие-то вопросы. Или рассуждения, комментарии. Всех напугало. Я вас вижу впервые, вы меня, наверное, тоже. Но дело не в этом. Вот когда я сюда шел, я думал, что это будет какая-то такая глубокая философская тема вообще. Да? Хотя меня смущало вот это слова из этого бибийского фильма. Я его когда-то давно смотрел, да, с чего начинается Родина. Да? Помните, да? Не помню. Вы не помните, но слова же помните. Нет, слова из песни Матусовского. Потом бы еще раз Который так я сделал. если воспроизвели. Значит, запомнилось. Я вот, однако, хочу спросить о другом. Это, мне сказали, называется публичная лекция. То есть вы хотели нам что-то рассказать такое, наверное, чего мы не знаем. Да? Вот. Но здесь люди сидят разных возрастов. Вот с подарками я уже так, почти в 2 раза вас старше. Да? Почти. Я даже хорошо Почти. У меня сын вот такого возраста, как вы. Моему сыну 51. Минутку, давайте объясните, пожалуйста. И я вот слушал вас, и ничего не находил такого нового. Какие-то набор банальностей. Вы что-то говорили о войне, которую вы называли Великой Отечественной. На войне в этом не было. Какие-то отражения, дед там выпил, закурил. Ну, это все ерунда. А дальше вы что-то говорили о том, что вам не нравилась символика БССР, такая же, как теперь. Ну, почти такая же. Да? Вы не объяснили, почему. То есть, нравилось, не нравилось, вы сказали, что она вас не затрагивает. Почему не затрагивает? Это было бы интересно услышать ваше мнение. Вы ничего не сказали. Давайте, может быть, по очереди о символике давайте поговорим. Объяснить, почему. Ну что тут говорить о символике? Это такая мелочь, символика. Давайте конкретно, Вообще. о чем мы с вами будем говорить. Вот для некоторых это не мелочь. Для меня это мелочь. Да, я человек, для меня
есть более серьезные вещи, более значимые. Да. Вы высказываете свое отношение или задаете вопрос? Ну вот. У вас вопросы Так есть, что ли? вы нам хотели рассказать? Вы так исповедовались в такой довольно странной форме, говоря о себе, о своих поверхностных, на мой взгляд, ощущениях, впечатлениях. И вот я посидел из вежливости, но раньше не приходил. Что вы хотели Знаете, я нам думаю, все-таки что сказать? сидели не из вежливости, а из вот этой вот такой, возможности высказаться. Что? Я думаю, что вы сидели не из вежливости, а ради того, чтобы вот сейчас выступить со своим монологом, который я тоже... Тогда зачем вы выступаете? Ну вот поскольку здесь есть Москвич, я решил задать вам этот вопрос. Так, а вопрос в чем? Ну, вот я так понимаю, что да, это скорее было о наболевшем, да, и вот о своем. Вы не комментируете, это же не ваша роль. Вы взяли себе какую-то странную роль. Пожалуйста, давайте это оставим на после лекции, хорошо? Да. Вы передали слово Владимиру Маскевичу, и как раз Владимир Маскевич тоже так Я понимает. ему задал вопрос. В чем вопрос? В чем простите? вопрос? Вы сказали, что вам не понравилась лекция. Я как бы искренне Я сожалею. спросил еще раз, повторю, кратко. Да. Что вы хотели нам сказать всем этим длинным? Я хотел с вами поделиться своими переживаниями по поводу становления в себе вот этого ощущения чувства Родины. И объяснить, собственно, дело в том, что мне надо было с этого начать. С вопроса о том, знает ли кто-нибудь, кто такой я и что такое журнал «Монолог». Тогда было бы, наверное, чуть проще. Здесь почти никто за редкость. Да. Погодите, пожалуйста, здесь еще, я так понимаю, еще и ответственный, да? Но он уже Я с самого начала предупреждал, что это не лекция. Это было как бы оговорено в аннотации лекции. Да, и я с этого начинал, да, что у меня нет никаких специальных обобщенных знаний, которыми я могу с вами поделиться. И я мог поделиться с вами только своими ощущениями, переживаниями того, что есть Родина для меня. И какое отражение она находит, вот эти вот ощущения в том проекте, который я делаю 20 лет. Может быть, мне нужно было больше говорить об этом проекте для не, как бы, ну, не сведущей в данном случае аудитории, да? Но тогда, к сожалению, мы бы просто вообще в формат не вложились, потому что проект достаточно такой объемный, давно существующий. Владимир Андреевич, вы работаете, да? Так, вот вы все время подчеркивали, что у старшего поколения ностальгия по Советскому Союзу. Я думаю, что старшее поколение уже пожилые, даже после пожилых, уже мне 76-й год. 20 лет на Амкадоре работал. И наши конструктора моего возраста и другого, мы бывало, быстренько уже кончается рабочий день, мы стояли 3 года на площади за незалежность. Так как вы можете сказать, что ностальгия старшего поколения? Ну, я не хотел ни в коем случае Да. вас обидеть, да, Мы радовались, когда объявили незалежность. безусловно, что... Помню, артистка Татьяна Маркелю, 12 часов мы стояли, коли декларацию, 12 часов ночи. Садовский песню проспевал. Ну, мы Простите, старое я ни в коем случае не поколение. хотел А это вас ностальгия, обидеть. ностальгия. Дело в Какая том- ностальгия? Ну, Вот теперь ностальгия. Например, Да. моя мама до сих пор мне не позволяет как-то плохими словами относиться и говорить про советский период. Понимаете? К сожалению, Вот действительно, ну, такого к же сожалению, Миллионы к сожалению. погибших Поэтому людей. есть Мама не такие, знает, есть что такие. столько постреляли. Да. Но имеет место Ну, быть и такой факт. кто-то и стрелял, и те нащадки живут, те, которых расстреливали. Они есть, эти нащадки, их почет и уважение, которые стреляли. Куропатки. Шапки не отвечают за своих. Да, они отвечают все. Столько крови пролилось. Я, Ну, все, я если нет вопросов, можно я. Такая ситуация сегодня вообще абсолютно замечательная. И с этим 7 ноября, и с тем, что здесь вот как-то это... И войну так само. 3 года не была война началась. Но немцы, днем немцы, ночью партизаны работают. Вот и все. Так, а Сегодня в чем вы говорите? день очень личных таких высказываний, да, очень личных переживаний. Мне так кажется. Вероятно, за
такой тон. Алексей, я хотела вот к вам обратиться. Вы когда говорите о своем чувстве Родины, вот вы так о том, что как вы переживали каждую из вот этих вот Родин, да, может создаться такое впечатление, что то есть вы действительно не объясняете, как, откуда это появилось, каким образом. Вот оно как-то звучит как появилось и все. И может создаться впечатление такое, что оно как-то каким-то действительно либо мистическим образом появляется, либо на уровне какого-то генетического кода. Но ведь на самом деле с таким чувством Родины не рождается. Это же всегда влияние вот каких-то, ряда каких-то вещей. Семьи, среды, Вы книг, знаете, ну, я там, может быть, людей. немножко так спешно, потому что я чувствовал, что во время не укладываюсь. Обозначил, что, конечно, в первую очередь это связано с каким-то количеством прочитанных книг, да, если говорить о звучании языка. И это связано с накоплением внутри себя, да, то есть я привел пример с рингселлом, давайте другой возьмем, то есть вот для того, чтобы появилась в раковине жемчужина, там должна появиться песчинка, да. Вот эта песчинка есть в каждом, а потом с течением времени, как мне кажется, да, вот мы живем, и там что-то плотное накапливается, что в конечном итоге позволяет нам понять, потому что, ну, я про поколение боюсь говорить, и не только там в контексте уже высказанных претензий, но мне кажется, все-таки у большинства людей там 18 лет, они в каком-то и в здоровом смысле, в том числе космополиты, да, свою зависимость, в хорошем смысле этого слова, от пространства, в котором мы живем, в первую очередь культурного пространства, во вторую очередь как бы вот этого вот очерченного границами географического пространства, все-таки мы понимаем, наверное, с течением жизни и времени, да? Потому что здесь мы обрастаем каким-то количеством значимых для нас событий, дорогими нам людьми, в конце концов увеличивается количество могил, да, к которым мы тоже привязаны. И вот осмысление себя в этом пространстве, оно, наверное, вот так вот постепенно с течением времени каким-то образом и происходит. Ну, а вот какие-то... Вы рассказывали про свое детство, вот, атмосфера в семье, она, я так понимаю, что не располагала к особому диссидентству. Может быть, я не права? но Диссидентства нет, Нет. это была совершенно правильная советская семья. Да, и вот потом книги, которые вы в молодости читали, а потом вдруг действительно, вы говорите, Нет, произошел вдруг. перелом. А вот на чем произошел перелом? Те самые перестроечные годы, когда на нас обрушилось какое-то количество совершенно другой как бы, информации, да, альтернативной той, которую нам проходили в школе. В первую очередь, безусловно, это. А то количество личных событий, да, ну, собственно, я бы их обозначил как два, я про них говорил, да. Собственно, они два в одном. Это служба советской армии. То есть с этого начинался как бы момент осознания той самой волшебной разности, да, нас всех, живущих внутри вот этого единого кокона. Да, Владимир Владимирович. Можно мне? Нужно. Я, к сожалению, опоздал и слышал не все, но то, что я слышал, мне очень понравилось. И даже вот Юлины вопросы, которые сейчас она задавала, я слышал ответы в том, что говорил Алексей сначала. И, конечно же, вот сегодня собралась не очень большая аудитория на эту лекцию. Бывает так, что весь этот зал полон, негде сесть, люди ходят, уходят и так далее, но сегодня в полупустой аудитории звучал голос и монолог, рассуждение очень талантливого, очень уважаемого мною человека, которого мы пригласили на эту лекцию уже, когда идет второй сезон, третий сезон даже, то есть третий сезон. Перед Алексеем здесь выступали самые разные люди. И получается, что часть людей, которые сегодня все-таки пришли на эту публичную лекцию, не знают, кто такой Алексей Андреев. И это очень прискорбно на самом деле, потому что в 2-миллионном городе не так много талантливых людей, людей работоспособных, людей способных, я бы сказал, не просто к творчеству,
деятельному творчеству, то есть создавать не только собственные маленькие, там, более талантливые, менее талантливые произведения, фотографии, альбомы, книги, тексты литературные, но и создавать культурные явления, каковым для Минска является журнал «Монолог». Опять же, очень прискорбно, и я ощущаю эту прискорбность уже довольно давно. Поэтому, между прочим, и затеяли эти лекции Урби и Торби, чтобы показывать публике, которая не знает, не читала, не видела, не слышала, людей, достойных внимания, которые есть в Минске. Понимаете, вот мы проходим мимо тех ценностей, которые воплощены или олицетворены ныне живущими людьми, не замечая этих людей, создавая для них, в общем, очень плохую атмосферу и для творчества, и для понимания. И мы гордимся своим незнанием, и гордимся тем, что не умеем слушать. Понимаете, о родине мы привыкли орать, митинговать, топать ногами, рвать друг у друга флаги. А вот тихим, лирическим, приглушенным голосом говорить о чувстве Родины мы этого не слышим. А из 2 миллионов людей, живущих в Минске, к громкому, пафосному разговору об этом склонны и способны, может быть, там 10% людей, а то и меньше. Это те, которые ходят на митинги, ходят кругом, друг друга знают и думают, что это весь мир. И Алексей сказал очень важную вещь, рассуждая о своем чувстве Родины, что надо знать Родину такой, какая она есть, а не идеальную, придуманную, созданную в пафосных мифах друг для друга и разделяемую небольшими кучками людей, живущих в архипелаге Беларусь, как это описывал Акудович, и не знающий, что происходит на других островах. А ведь если послушать, вслушаться, это касается и националистов, и ура-патриотов, ностальгирующих по СССР и так далее. Если прислушаться к себе, вспомнить себя в детстве, в подростковом возрасте, особенно людям старшего поколения, неужели не резонирует, не отзывается то, что говорит Алексей, про то, как постепенно вызревает чувство Родины, вызревает. А у кого-то оно вообще не вызревает. А здесь вызревает через песни, которые услышал и которые, как говорит сегодня молодежь, запал. Вызревает через желание вдруг прочесть «Дикую охоту короля Стаха» в оригинале, а не так, как ее показывают в кино, например, да? Наверное, многие, тоже, даже в Беларуси, видели впервые это произведение в кино, в советском кино. А потом уже, это же про нас, про Беларусь, давайте почитаем. И вот это вот умение говорить тихим голосом об очень важных вещах должно дополняться, сочетаться умением слышать этот тихий, спокойный голос. Между прочим, если хотите, я немного пафосу напущу. Это тренд. Сегодня не модно говорить пафосно и громко. Не модно, и не только потому, что вот как бы эта мода сегодня пришла, там завтра уйдет и так далее, и так далее. Это касается методологии исторической науки, когда история перестала сосредотачиваться только на великих победах, на кровавых диктаторах, там, на благодетелях человечества и так далее, а занялась историей повседневности, историей простого человека. Огромная сейчас идет волна вот этой устной истории, когда исторические события историки анализируют глазами людей, не творивших эту историю, а переживавших ее.
переживавших, живших в ту эпоху, когда, о которой Алексей рассказывал, когда всех детей учили быть патриотами, любить одну родину. И никакой другой родины, чем рассказывали, эти дети не представляли, потому что их родители, затурканные на работе, не могли им рассказать. Деды боялись, потому что помнили еще сталинские репрессии. И этих детей воспитывала школа. И все, что они могли знать про Беларусь, это так называемый такой эвфемизм «малая родина». Малая родина в большой родине. Но сколько таких малых родин? У каждого есть свой райончик, куда, там, не знаю, из Минска тоже, даже куча переселенцев из России приезжала, и они ездили к бабушкам своим в деревню, в Тверскую область, там еще дальше куда-нибудь и так далее. У каждого есть там какая-то деревенская малая родина. И Беларусь ничем не отличалась от этого. Отличалась, Володя, вы слишком односторонне подаете. В школе Сознание. он не отличалась. Отличалась. Не отличалась. Я могу привести. У меня уникальный случай. У меня уникальный случай. А вот у Алексея, как в его рассказе, это общий случай. И не понимать этого означает жить в выдуманном мире, в котором тихо и спокойно сказал Алексей. Вы как-то, мне кажется, абсолютизируете вот эту ситуацию, которую вы сейчас выразили. Все было сложнее. Отлично. Вот, Левон, если вы понимаете, что все было сложнее, попытайтесь не оспаривать то, что он говорит. Почему? Потому что он говорит о той сложности, которая была. И он представитель очень большой части минчан, которые пережили это. Да? И вот сегодня он говорит о себе вот таким образом. И вы слышали, если не слышали, переслушайте еще раз в записи этого. А многие люди вообще и сегодня об этом не думают. Не думают. Когда я вернулся в Беларусь в 1994 году, когда кончилась та часть Родины, про которую говорит Алексей, с огромными возможностями, с возможностями, когда люди становились кем-то, а потом застой, закрытый. Так вот, когда я вернулся туда, сюда, я встречаю людей, даже политически активных людей, которые говорят: какая республика Беларусь? Советский Союз был и остался под другими именами. Прошло несколько лет после развала Союза, они все еще жили представлениями Союза. Потом у некоторых людей произошел другой перелом. Они стали думать, что они живут в БНР, и так далее. Куча мифов, куча пафоса. Давайте посмотрим действительно на всю эту сложность глазами человека, который чувствует, думает как художник. Как художник. Причем думает и движется. Он меняется в процессе всех этих вещей. Слышать, чувствовать и понимать. А не долдонить одно и то же. Не лучше ли людей способны смотреть своими глазами, а не глазами вот этого человека? Вот этого человека, глазами этого человека и надо смотреть. Не надо. Да, а не пафосно и не это самое не кричать. Пафосно. Потому что, если вы слышали, Вы пафосно говорите, и он говорил пафосно. это я пафосно говорю. Что вы Я так по-другому привык. считаете всегда? Цирк вообще. Пафосно. Какое пафосно? Это правда. Не тот же день. Вы слышали, как Алексей рассказывал про Слышала, армию что шесть родину первых куропаток? Вы слышали это? Я сам Солдат. Я могу это совершенно иначе изложить. Конечно, но вы были в другой ситуации, да вот. Мой сын одного возраста сын. Да, вот, 45 лет, да? Мой сын сын. Он вам совершенно другое расскажет. Ну, конечно, другой. Зачем вы так уничтожаете? Ну, конечно, другой. Где ваш сын, Ярослав? Где ваш сын? Какая разница где? Нет, вот смотрите, я приглашаю сюда вместе с Юлей Алексея Андреева, потому что он творец, потому что он созидатель. Маленький гений. И ему, да, а может и не маленький, может и не маленький, да. А мы так считаем. Да. Но, между прочим, вы так считаете, понимаете? Но те люди, которые знают Алексея, знают монолог и ценят эту часть Минска, культурную часть Минска, по-моему, первый раз пришли на лекцию Урби et Orbi и не слышали всех других людей, которые здесь выступали. Значит, согласна с вами. Конечно. И поэтому, смотрите, какая штука. Мы живем в Минске, не зная друг друга.
Неужели Минск это огромная такая страна, которую как может позволить себе не знать своих людей, своих творцов? А мы так живем. Вы знаете. Винца даже знаем. Простите, пожалуйста, Инна, у тебя была рука, ты Я продолжение. хочу сказать, у меня нет вопросов к Алексею Андрееву. Я хочу сказать, может быть, когда то есть, Алексей через себя рассказывает о том, как он узнавал и как он получил свою родину, то есть, называя какие-то этапы, которые были для него важны и там, изменяли его представление, его приятие, его описание этой родины, какая она для него есть сейчас. Они не близки людям, у которых совершенно другая история. И мы сейчас иллюстрации сегодняшнего вот этого зала даже, да, вместе с происходящими вокруг шорохами, там, микрофонами и прочими вещами, да, иллюстрация нашего собственного поведения здесь, да, то есть людей, которые также переживают, может быть, родину, или, не знаю, там, нашли, не нашли, находятся в поисках. Я просто понимаю, что, возможно, кто-то, ну, то есть нет никакой унификации. Родина, о которой рассказывает Алексей, его, она ведь не навязывается никому. Она представляется, то есть сейчас мы ведем себя, как вся наша Беларусь, как весь наш этот Минск. У нас у каждого, и мы точно на этом архипелаге, один представляет себе родину такой, другой такой, и мы действительно очень много и громко кричим про то, что родина. И там же, где рассказывал Мацкевич. И действительно, может быть, самое лучшее будет для того, чтобы эту родину получить целую, одну, эту родину Беларусь, наверное, не надо спорить друг с другом о том, что моя родина – это моя родина, она такая, а ваша такая, и значит она не подходит. Давайте все это многообразие попробуем услышать и увидеть его спокойными голосами, не знаю, через культурные проекты, через, не знаю, там, встречи на лекциях, для того, чтобы она стала, наконец, этой целой, а не как бы у каждого отдельной, своей, какой-то локальной, своей собственной родиной. И можно спорить с бесконечными столетиями, какая из них является настоящей. То есть чей архипелаг больше родина, понимаете? Это же невозможно. Мы никогда не получим. Не думайте, что все так просто в мире устроено. Я вообще так не думаю. Никогда так не думала, что я никогда не думала, что все в мире очень просто устроено. Буквально реплика. Опять-таки, вы все спорите, не зная истоков. Вот я могу гарантировать 120% искренность этого человека, потому что я его знаю со студенческих, с его студенческих лет, конечно, не с моих. Это маленькая газетка «Такая жизнь» выросла вот в этот монолог. Это проект, который выношен им и последовательно, очень последовательно, во все времена, при всех ветрах, при можно и нельзя. Он очень держал свою собственную линию. Это дорогого стоит. Вот он говорил от себя, хотите принимайте, хотите нет. Он же не говорит вам, что вот родина такая, и вы возьмите себе, запишите, какая она, и любите ее все такую родину, какую я вам сейчас нарисую. Я хочу вам сказать, что вот эта позиция собственного взгляда – это редкое дело. А если оно есть, вот начинают многие. А столько лет, сколько держится этот монолог, я не знаю, что еще продержалось. И когда я когда-то, прочитав очередной монолог, спросила Лешу Андреева: Леш, я понять не могу. Там как раз была тоже моя статья. Я понять не могу, по какому принципу вы собираете людей под одну обложку. Там, кого только не было. Все как бы там, конечно, по-своему интересно, но связи между ними установить было невозможно. И Леша мне ответил, что он собирает под обложку вот каждого номера все живое и нормальное, что есть в этом городе, с его точки зрения. Вот такой подход, он его сохранил. Мы имеем 22, да, Леша, монолога? А что вы говорите 20 лет? Я и подумала, что мы Абрама старшего.
Ну, неважно. Значит, мы имеем большое количество этих монологов, они держат эту позицию. И почему речь идет все время о Минске, о минских авторах? Тут бог знает, швейцарцы, и кого тут только нет, кто только уже на этот монолог не клюнул, сам где-то прочитав, дайджесты на разных языках. И сами сюда присылают материалы, и сами сюда приезжают, ну, те, кто когда-то отсюда уехали, или совсем уже швейцарцы настоящие, урожденные в Швейцарии или в Швеции, и так далее. Поэтому вы напрасно считаете, что человек имеет право на свою родину, на свою мысль и на свое ощущение. Он с вами делится. Вы хотите, принимайте его. Не хотите, соблюдайте свою родину, молитесь своему Богу. Вот и все. Ну нельзя так категорично рассуждать. Что вы нам такое рассказываете, чего мы не знаем? А чего вообще, Лимон, а чего мы такого уже не знаем, что завтра сюда придет такой оракул и расскажет? Ну разве что-нибудь в космосе произошло. Минуточку. Мы про историю так ли иначе ли много знаем. Ну еще какая-то страница истории откроется. Но она, видит Бог, не перевернет уже наши представления, потому что они уже столько раз перевернуты, что они уже просто крутятся на карусели. Понимаете? Поэтому, ну что же он новое такое должен был нам рассказать? Он рассказал о своем взгляде, в своем каком-то уголке, из своего угла, из своего Он не сегмента. должен, он не может рассказать. Почему? Пожалуйста. Он не должен. Это правда. Никто ничего не должен. Но он может. И потому что он может, он это делает. А мы, кто-то с удовольствием, а кто-то, как вы слышите, это принимаем или не принимаем. И я, в общем-то, давно уже не слушаю никаких лекций. Мне кажется, что уже все прослушали, теперь только сама могу их читать, скоро этого не смогу. Но вот на Лешину лекцию я побежала бегом-бегмя, потому что я понимаю, что я не жду от него открытия Америки, но мне страшно интересно, о чем думает и о чем говорит этот человек, который делает такое потрясающее, я бы сказала, вообще почти международное, не таки международное дело, потому что этот монолог везде знают. Ну да, извините, да. Извините, пожалуйста. Нет, спасибо. Спасибо, Лариса. Катя. У меня вопрос не вопрос. Наверное, я сейчас скажу что-то наивное, но о наболевшем. Раз у нас такая пошла беседа, здесь я и мои коллеги, здесь присутствуют их достаточно много, занимаем такую деятельностную позицию по отношению к Родине. Нам многое не нравится, мы видим много несправедливости. Я вот в частности работаю в организации, куда просто слетаются плохие новости. Вот о том, что вот происходит повсеместно какая-то, что-то вообще вопиющее. С этим надо что-то делать. И мы мыслим проектами и программами, мы все время пытаемся что-то изменить. И в этой деятельности я лично, я очень сильно теряю себя. Вы говорили про внутреннюю миграцию. И я не знаю, как к этому относиться. То есть, что лучше, иммиграция вовне или иммиграция в себя? Вы говорите, что самое главное – это то есть ценность, самоценность, да, ценность себя. Я самое главное. Мое творчество, как бы мой мир, который я выстраиваю вокруг. И где, наверное, вопрос как к доктору, сейчас прозвучит, где найти этот баланс между вот этой деятельностным изменением, которое, кстати говоря, мало к чему приводит, вовне, и вот этим вот расщением себя и строением своего собственного мира. И можно ли, изменяя себя, ну как бы, как буддист, приверженец, скажем так, буддизма, я понимаю, что только себя и можно изменить, по большому-то счету. Но что тогда делать с этой деятельностной позицией? И вот с этой несправедливостью вокруг? Ну вот, в общем, что сумбурное. Ну, вы, наверное, меня поняли. Я когда говорил о внутренней миграции, я имел в виду в первую очередь то, что там, я думаю, мы все читали, или хотя бы там пролистывая Библию, да, в ней могли прочитать: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Вы понимаете, ну то есть, если человек делает то, что он любит, и в первую очередь, как это там и странно, может быть, прозвучит опять-таки для общественно активных людей, в первую очередь делает это для себя, вот тогда это с неизбежностью понадобится кому-то еще. Я не очень как бы верю на слово людям, как бы сказать,
есть, ну, можно заботиться обо всем человечестве. Кстати говоря, это, ну, такая вот, никого не обижая, российская позиция, да, вот, когда, ну, вот моих всех русских друзей, которых я очень люблю, ну, их почему-то очень беспокоит, что происходит в Гондурасе. Но они не успевают убирать дома у себя в квартире, понимаете, очень часто. Я говорил только об этом. И автоматически из того, что вы делаете, если вам это близко, если вы это любите, мне кажется, возникает наша общая вот эта вот общественная деятельность. Понимаете, можно сколько угодно говорить про то, что мы вагине, да, и ходить с глазами там как бы бесконечной жертвы. А можно вот как сумасшедший Игорь Логинов за стенкой, да, за 20 лет своей деятельности сделать больше с очень маленькой командой, чем сделали там, ну я не знаю, наверное, Министерство культуры для белорусского языка. И при этом он никакая не жертва, он из себя как бы ее не корчит, он веселый, бодрый, иногда как бы злой, когда его достанут, да, иногда, простите, там, выпивший от того, что сильно устал, вполне себе успешный, классный мужик. Я вот только об этом говорю. И он безумно любит то, что он делает, он не приносит никаких жертв ради мова. Или там ради чего-то там, не знаю, в широком смысле, ради Родины. Я вчера прочитал там в очередных комментариях там, такую реплику там, да. Я хочу загинуть, как бы змагаючись за мову. Кто-то написал на Фейсбуке. А жить ты не хочешь ради своих целей? Чего не обязательно как бы загинуть? Зачем? Мне очень нравится в хорошем, здоровом смысле этого слова успешные люди. Я обожаю Сережу Харецкого, который помимо того, что он кладезь как бы совершенно потрясающих знаний об истории как бы Беларуси, да, он еще очень светлый, как бы оптимистичный человек, который всегда к тебе придет там, ты ему на жизнь пожалуйста, он говорит, старик, все будет добро, и ты ему веришь. Я обожаю Глобуса, да, за его дорогие английские пальто, за отсутствие как бы вот этого скулежа бесконечного, про то, что там неде что-то гинет. Оно всегда будет гинуть, поэтому если человеку это надо, он просто берет и делает. И как бы будучи очарованным этими людьми, я вместе с ними в том числе то, что я считаю нужным, уж простите, и возможным для себя, с удовольствием делаю. Слушайте, ну вы если не знаете, то о чем мы с вами можем говорить? Я очень внимательно наблюдаю. Зачем вы наблюдаете? Вы хоть одну книжку этого журнала прочитали? Вы хоть одну книгу русского глобуса, которую мы в Москве издали, прочитали? Про что вообще знаете? Что вы в этой жизни сделали, простите, я вас тоже не знаю. Я перед вами должен отчитываться? Не должны. Нет, ну он тоже не Но не зная ни черта, почему вы меня все время в чем-то пытаетесь упрекать? Вы пришли на исповедь, Пожалуйста, не я сейчас Это не прекращаю этот разговор. Алексей отвечал Кате. Пожалуйста. И не более сбивайте. того, я еще прошу прощения, да, но Алексей пришел сюда не по своей прихоти. Я могу отвечать за приглашение Алексея. Мы его пригласили. Более того, я отвечаю за то, что это достойный человек выйти сюда, в эту аудиторию, на эту лекцию и предъявить то, что он чувствует и думает. Да? Потому что вас я не приглашаю, Леон. Несмотря на то, что я очень хорошо вас знаю. А всю остальную аудиторию вы тоже не приглашаете? Они пришли послушать. Так Ну, слушайте, я- выньте бананы из ушей и слушайте. Почему я должен глотать то, что он мне предлагает? Послушайте, Левон. Свободно. Уважаемые коллеги, давайте мы не будем кормить троллей. Нет, подождите. Потому что это на самом деле как бы содержательный человек, которого пришли послушать, Ну так, которому есть вопросы. Свет, Почему мы кормим так троллей? получилось. Так получилось. Небольшая камерная аудитория собралась на выступление Алексея. И здесь поднимаются очень серьезные вещи. У нас, между прочим, проблема с этим циклом Урби et Orbi. Может его закрыть вообще? Может нет достойных людей выступать перед широкой аудиторией? Мало. Вот с чего ты взяла, что есть? Это ж мне приглашать, мне отвечать. Да? И отвечать при этом и перед теми, кто знает Алексея, и перед теми, кто его не знает и читать не будет никогда. Но я говорю, это ваши проблемы, коллеги.
Если вы не знаете и знать не хотите, игноратio ленты. Ну, во-первых, все знать невозможно и не нужно. Не нужно, но тогда не ходите. Тогда не ходите. Есть в Минске много чего другого. Понимаете, но мы 10-й части не знаем Буду этого. знать, второй раз на него не пойду. Всё, мы не продолжаем. Вы только не перевоспитываете человека, которого сюда летучий университет, считая его достойным, пригласил. И не надо нападать на лектора. Нападайте тогда на меня. Ну что, вы же ничего кроме вот Всё, этого не пожалуйста, сказали. всё. Я бы мог Светлана, покритиковать, но я этого пока не делал. у тебя была реплика какая-то и вопрос, у Вы тебя меня будет вопрос? Извините, я ответил вам. Да, спасибо большое. Вам спасибо. Ну, это элементарное сознание. У меня был как бы совершенно небольшой вопрос, просто я говорю, вот этот оскорбление троллей, как бы меня немножко как бы смутал. Господа, я прошу, пожалуйста, с уважением относиться к тем, кто задает вопросы, потому что было время, и вы задавали вопросы, и вас слушают. У меня небольшой вопрос. В общем, когда вы приводили вот этот пример с армией, да, вы говорили о том, что в общении с москвичами вы поняли, что вы не русский. И обещали объяснить почему. Да. Вы знаете, ну вот, если обобщаю уже как бы эти наблюдения, у меня был опыт общения с представителями 3 народов с имперским сознанием. Да. Русские, китайцы, американцы, которые, безусловно, очень разные, как все люди. И вместе с тем, как вот некие общности между собой вообще не очень похожи. Для себя, опять-таки, очень образно я сформулировал это так. Да. Помните у Высоцкого, жираф большой, ему видней. Так вот, на самом деле жирафу не видней, потому что как бы, ну, голова очень высоко. И фокусное зрение, вероятно, как бы, у таких как бы больших наций, больших культур, оно настроено очень специфически. Они совершенно искренне не понимают, чем белорус отличается от украинца. Потому что когда он смотрит с такой высоты, с высоты своего зрения, разница там, ну я не знаю, между кроликом и белкой, она для него не очевидна. И обижаться как бы, в общем, ну, на это совершенно бесполезно, они так устроены. Понимаете? И в общении, в повседневном, это всегда чувствуется. В силу того, что мы маленькие, мы устроены по-другому, у нас есть свои преимущества. Да? Вот мне всегда по жизни было интересно все. Да? Нужно было сбегать туда, сюда, съездить, захотеть посмотреть. Мои русские друзья, приезжая в Испанию, они селятся в русских колониях. Понимаете? Вот белорус, когда он едет на отдых, мы едем в Испанию. А они, как и американцы, едут туда, где вокруг них будет очень много американцев или русских. Им нужна комфортная, узнаваемая среда. Они настолько большие и в хорошем, и в плохом смысле слова самодостаточно, что все остальное их просто не интересует. В нашей этой бедности, да, в кавычках, есть большие преимущества, как мне кажется. Потому что нам есть дело и до Испании, там, я не знаю, и до Китая, и до России, и до всего остального. То есть нам надо и там немножко ухватить, и здесь. И мы этим прирастаем. Повторяюсь, возвращаясь туда. Это я сейчас так образно формулирую. Тогда я не мог для себя этого сформулировать. Но вот эту разность, да, я очень остро чувствовал и переживал. Ну, на элементарных вещах неспособность это говорится о каких-то очень простых, как бы, там, бытовых мелочах. То есть очень разная все-таки взгляд на окружающую нас действительность. Поэтому вступать вот даже в такие эмоциональные, как... Я тоже немножко вспомнил, простите, но действительно как-то тяжело. Вот вступать с россиянами в дискуссии по поводу «мы» и «они», я в каком смысле зарекся. Обижаться на них бесполезно, реагировать на это бесполезно. Они не видят. Они не видят этой разницы. Для меня, как бы, ну вот, в конечном итоге, с какого-то момента самого себя все начинается или развивается не от общего к частному, а от частного к общему. А у них наоборот. Значит, есть миссия, есть идея. Да? В Россию можно только верить. Да? Причем объяснить, во что верить, они не могут. И они в этом не нуждаются, они просто верят. И поскольку все их интересы, во все времена строительства как бы, империи, собирания земель, они были направлены вовне,
То есть все, что для них было важно, оно было на периферии Советского Союза. И вот оно исчезло. И это катастрофа. И отсюда вот все эти дальше вот национальные марши, совершенно искренние вопли. Мне не столько страшно, сколько жалко было смотреть несколько дней назад на этих мальчиков, как бы, которых нам показывали по Евроньюз на русских маршах. Они совершенно искренне не понимают сегодня, кто они. При всем этом как бы вот странном многообразии нас, да, очень разные. Белорусско, не белорусско, там, советско, не советских там, и прочих. Мы гораздо более цельные. Да? Если вот не провоцировать на какой-то ерунде, там, да, то мы друг друга понимаем. И мы можем договориться. А там ситуация гораздо сложнее. То есть в этом смысле я оптимист. То есть если просто пойти, если у людей есть желание договариваться, они договорятся. Беда в том, что какая-то часть, да, там, я не знаю, политиков, населения, она всегда будет провоцировать вот на это, разделяя и властвуя. Да, то есть это другая история. А если все-таки думать о том, что объединяет, да, про то, что мне Глобус сказал, не той аудитории говорил по поводу белорусскости, вам скажу. То есть, когда я первый раз прочитал Койденова Глобуса, там, 15 лет назад, я просто ошалел. Как бы, от того, так это меня сильно цепануло. И я с ним познакомился, сказал: Володя, я напечатаю это по-белорусски. Он сказал: ни в коем случае переводи. Переводи на русский, потому что двуязычное издание — это не культурное явление. И он совершенно прав. Понимаете, эта эклектика не должна существовать, в рамках одного как бы стилистического издания, но ведь стилистически цельного. Но ведь я получил совершенно как бы редкий кайф и продолжаю его получать, работая как переводчик с этими текстами. А в случае с лучшими из этих текстов, как в случае с Глобусом, с его Койденова, да, я, переведя его на русский, вдруг понял, что по своей заязыковой сути, какой-то таинственной, метафизической, он все равно остался белорусским. То есть ты его ни с чем не спутаешь, ни на каком языке. Это белорусский текст. И для меня всю жизнь, собственно, только этим я с какого-то момента времени в монологии занимаюсь. Я ищу заязыковые смыслы этой идентичности. Потому что замолкнут все языки. Понимаете, там, вспоминая апостола Павла. Но на страшном суде не будут с нами говорить ни по-русски, ни по-белорусски, ни по-китайски. Гораздо интереснее то, что происходит в тишине, за языком. Если какой-то, простите меня, мурло на любом языке говорит вам глупости, от этого становится легче. Сколько я знаю умных, белорусско думающих людей, они все мои друзья. И мы с ним говорили, я не знаю, но они по-белорусски, я по-русски. Иногда они переходят на русский. Я редко перехожу на белорусский, хоть я и говорю на нем, но мне слов не хватает, я не хочу. То есть в магазине могу. В общении с умными людьми я не хочу вспоминать слова, но, к сожалению, так. Можно оправдываться, я не хочу оправдываться. Понимаете, белорус такое как бы замечательное существо. То есть если в очередной раз на него наехать и начать взывать к его совести, да, что тоже часто бывает. Что ж ты такой, вот, понимаешь, Иван не помнящий, там не Иван, а Лявон. Да? Маршина мову забыл. Понимаете, два, как мне кажется, будет варианта развития этой истории. Либо мы в этот комплекс как бы неполноценности и вины в нем выработаем, да, и получим некое такое создание, которое будет больше нуждаться в медикаментах, да, чем способно к некой конструктивной деятельности. Либо, что скорее всего, он вам скажет «ага», и уйдет заниматься своими делами, как он занимался ими 300 лет. 300, 200 при русских, 100 при поляках. Понимаете, какая совесть? Ведь, как бы есть свои дела. А вот разбудить интерес, зажечь своей, как бы, вот, качеством того, что ты делаешь, как это делает, предположим, там, не знаю, Харевская, Немпатистов, Квитковский, да. Вот это другая задача. Она более сложная, она более долгая. Вопить про то, что мова иня проще, чем что-то делать. О чем мы вчера с Глобусом говорили. А почему вот так? Да потому что для всего остального нужно просто вкалывать. Как повторяю слоганов и все остальные. А давить как бы на чужую совесть можно. Но это не перспективно ни для языка, ни для совести, ни для как бы вот создания этой общей цельности, без которой ни хрена не будет.
если все-таки, ну, если у нас есть светлое будущее не только внутри нас, но и в каком-то таком, ну, я не знаю, общественно там политическом устройстве, все решится в какой-то момент, если сегодня ерундой не заниматься. Я приводил вчера, мы опять с Володей говорили, совершенно простая штука. Я вспоминал, мы привезли из Львова пешку, да, потрясающий как бы историко-культурный материал. Мы привезли его на деньги очень серьезного белорусского бизнесмена, у которого есть простая практическая цель. Да. Это действительно серьезная белорусская компания, которая серьезно работает на международном рынке и зарабатывает деньги интеллектом, а не какими-то там, ну, такими очевидными видами бизнеса. Да. Это очень умные люди с инженерным образованием, которые делают серьезные инженерные разработки, которые продаются в 150 странах мира. 3 года назад он ко мне пришел и сказал: слушай, мне нужен календарь такого качества, да, чтобы я, когда его привожу там в Австрию или в Англию, да, чтобы мне было не стыдно за родину. Говорит, вот это вот все как бы наше ширенькое, да, надо как-то прибрать. Неужели, говорит, блин, никогда не было Беларуси, за которую вот, ну, на которую, глядя, европейцы не будут говорить: ну да, дурный мужик, как ворон. Мало ее осталось. Мы начали искать, нашли пешку. Но я к чему? То есть, когда мы делали календарь с Ордой, значит, Сережа Харевский написал к нему вступление на белорусском языке. Значит, он должен быть двуязычным. Английский вариант. И я говорю, что будем делать? Он говорит, классный текст. Он говорит, переводи на русский. Я перевел на русский. И он как бы был русско-английский. Год прошел. Мы никогда с ним не говорили про проблемы языка. Я никогда не взывал к его совести. Мы просто с ним общались, как бы, в том числе о судьбах Родины. И когда мы сейчас делаем календарь с пешкой, Сережа пишет текст на белорусском, я его как бы пересылаю заказчику. Говорю, Иван, читай, надо переводить. Время поджимает. Он говорит, что переводить? Английский мы уже перевели. Я говорю, а на русском? Он говорит, не надо, пусть будет белорусский. Не надо спешить. Если бы я начал год назад наезжать на серьезного человека со своими как бы там проблемами, проматшенным опытом, слушайте, у него своих проблем хватает. Но если с человеком ты работаешь, ну как бы аккуратно, ну степ-бай-степ, слушайте, 300 лет херней занимались с точки зрения всего, да и языку-то, ну, тому 100 лет. Я понимаю, что жизнь короткая, хочется завтра и все, как Остапу Бунину, но может все-таки по частям. Ну вот как-то так. Спасибо. Алексей, я вот еще, может быть, такой. С одной стороны, хочется слушать, с другой стороны, хочется тоже чем-то с этим поделиться своим восприятием. Вы в интервью с Глебом, когда говорили про это ощущение Родины, меня затронул такой момент, когда вы говорили, что ощущение Родины, оно вот на уровне свое-чужое. И вот сегодня вы говорили о таком каком-то особенном ощущении художника. Да, вот. Я вспомнила, как Михаил Неподистов в своем интервью перед лекцией, вот он там говорил скорее об эстетическом каком-то восприятии прекрасного. Вот он там тоже говорил, что это на уровне своего-чужое. Свое, но красивое. Да? Вот, а эстетика вот, красивая, это эстетика своего. Вот, для меня как-то вот ваше рассуждение о чувстве Родины своего-чужого, Михаил рассуждением эстетики своего, как эстетики красивого, мне вот как-то так соотнеслись, и вот я себя пыталась вот, как-то сказать вот этот вот ответ на вопрос, а вот как же вот это вот возникает, как этого добиться. И вот, наверное, это все-таки вот как-то восприятие чистоты образа, ну, вот, что ли, или какой-то вот простоты смысла, вот, когда ты есть без нагромождений каких-то идеологий, каких-то дополнительных интерпретаций, вот, когда ты видишь и чувствуешь, что вот, наверное, сразу как-то это включается, свое чужое. Оно включается. Я не знаю как, честно. У меня включилось на таком элементарном уровне, я уже говорил, там, горожане в 3-м поколении. Я 3 года назад хутор купил в Воложенском районе, 100 километров от Минска. Тихое сказочное место, да? То есть ближайшие соседи 600 метров от меня. Идеальный способ быть одному тогда, когда ты хочешь быть один. А если кого-то приглашаешь, то ну как бы ты
приглашаешь тех, кого хочешь. Слушайте, банальные вещи, простые, как грабли. Когда мы начали там какие-то вещи реставрировать, оставшиеся там на наследство, да, дом 28-го года, да, за польским часом, то есть там много осталось каких-то странных вещей. Когда ты смотришь, как оно сделано, как зарублен этот ласточкин хвост, там как бы деревянный фундамент, на котором стоит печь, да, она вдруг стоит на деревянном как бы фундаменте у нас. Ну, это такая культура, да, в которой, к сожалению, в Минске встречаешь нечасто. То есть я просто к тому, что те люди понимали, что они делают. Они были мастерами своего дела. И я уже говорил вот в одном из проектов Владимира Владимировича, не важно, что человек делает, важно как. Вот когда это вот так, да, тогда ты на это всегда отреагируешь. На как отреагируешь? Будь то, вот, ну, я не знаю, ответить. Спасибо за Вам такую искренность на грани откровения. И мне бы не хотелось завершать эту лекцию своими словами, поэтому, если можно, еще пару минут такого пронзительного, как Владимир Владимирович, молчания, вслушивания, вот, может быть, пару минут, вот такая эссенция того, что вы еще хотели сказать городу и миру в завершении. Я бы хотел ответить еще раз, даже не ответить, да, а добавить вот к тому, потому что ну, оно как-то так прозвучало очень тоже, мне кажется, искренне, это всегда очень важно. Да. Ну, то есть, в каком смысле начну вещать, но вы уж простите, делайте то, что вы любите, да. Делайте это на всю катушку. И все будет хорошо. И у вас, и у Родины. Родина – это совокупность как бы нас. Понимаете, вот, но если бы все были, я не знаю, Купалами, Колосами, Шагалами, Богдановичами, это бы вопрос ни у кого не вызывал. Да, это я, это мы, Родина. Да. Но вот, к сожалению, Родина – это мы. Я к тому, что в той идеальной Родине, конечно, хотелось бы процент как бы Шагалов, Сутиных и Купал какой-то больше. Да. Сегодня он такой и есть. Да. Ну вот как бы справедливо заметил взрослый мужчина, ушедший отсюда. Ну вот какой-то такой я не знаю кто. Да? Других пока не то чтобы нету, да? Но мы все вот такие, такое время. Давайте любить себя такими, какими мы есть. Да? Сначала себя, и тогда нас, красивых, любящих себя, полюбят все остальные, мы сможем о чем-то договориться. Хотя здесь, Алексей, я имею с вами такое метафизическое расхождение. Метафизическое? Да. Или методологическое? Метафизическое, на уровне монолога и диалога. Потому что ну, я все-таки должен думать и об этих лекциях. Да? Может быть, мы исчерпали за вот 2,5 года всех людей Минска, заслуживающих того, чтобы выступить с такими лекциями. Может быть, еще что-нибудь такое, да? Но я уже далеко не на все лекции сам хожу, просто прихожу. Но когда я вижу отсутствие, вот как Ким Хадеев говорил, навстречности, да, аудитории и лектора, диалоговости, я понимаю, что каков бы ни был гениальный лектор, если аудитория не идет навстречу вниманием, готовностью, там не обязательно разделять взгляды лектора и выступающего, да, но оппонировать им и так далее. Оппонировать, а не просто говорить, а я лечу иначе, и все, да, то ничего не сделаешь. Я в свое время придумал такую метафору, да. Представим себе, что некий писатель, скажем, Андреев, ну или там, Пастернак, еще кто-нибудь, приехал в деревню отдохнуть, а тут школьный библиотекарша узнает, что вот приехал такой писатель в нашу деревню и просит его выступить перед деревенскими людьми. Он отпирается, он говорит, ну мы сделаем вечер поэзии. Пригласим, вот у нас есть Конев, который тоже пишет стихи, да? Там еще кто-нибудь. Вот вы втроем, например, да, прочитаете свои стихи, а все, значит, жители нашей деревни там обсудят, да? И вот читает стихи, например, Пастернак и Конев. Есть такое, да? И люди обсуждают. Они говорят, ну не, ну Пастернак, ну что он и Пастернак, конечно, но вот стихи Конева мне больше понравились. Они про нас, они вот про жизненно, да, они жизненные там, и так далее.
И вот если мы начинаем вот так вот обсуждать многие вещи, а мы, к сожалению, именно так пытаемся многие вещи, я имею в виду вот контекст, который я ловлю за эти там третий сезон публичных лекций у Рубетова. Понимаете, что-то разладилось. Что-то разладилось. И монологом это не исправить.